The Merciful Servant и Мир Радио представляют из серии «Конец времен». Не было и не будет несчастья и испытания большего со времен Адама, алейхиссалям, и до скончания времен. Испытание страшнее, суровее, лживее, чем смута Даджаля. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Все пророки до меня предупреждали свои народы о нем. Я последний пророк, и вы последний из народов, и он придет из вас. Нет в этом сомнений. Он придет в ваше время». Ад-Даджаль. Дословно с арабского слово «даджаль» переводится как «обманщик» и «лжец». Ад-Даджаль. Даджаль. Любые проявления лжи, которые только можно вообразить, многообразные ее формы, у Даджаля они будут все. И самое ужасное и опасное в Даджале то, что ложь — это его сущность, природа. Даджаль наихудший. В нашей истории было много войн. Мусульман и раньше уничтожали во многих странах и уголках земли. Но этот Даджаль, он не уничтожает физически, не изменяет правила, не свергает власть и правительство с помощью оружия массового поражения и тому подобное. Он завоевывает все это в психологической войне. Как мы живем сегодня? Как вы думаете, какие войны сегодня самые жестокие и опасные? Это не те войны с кровью и массовыми убийствами, нет. Это идеологические войны, в которых мы сейчас участвуем. Вы можете жить в самой мирной стране, но через интернет и телевидение наша молодежь, наша мусульманская молодежь разрушается. Умственно, психологически. Ты смотришь на зло и думаешь, что это добро. Оно приходит к тебе с улыбкой. И наша молодежь думает, что все в порядке, в то время как религия выглядит больше как нечто ограничивающее, чем защищающее. Мы не будем много говорить на эту тему, но я хочу, чтобы вы знали, Даджаль не придет, пока для этого не будут созданы условия. Произойдут определенные события перед тем, как объявится Даджаль. Этот человек, Ад-Даджаль, придет в тот момент, когда мир будет готов принять его с его обманом и ложью, и найдутся его последователи. Ад-Даджаль. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, называл его Аль-Масих Ад-Даджаль. Почему? Слово «масих» означает «помазанник», а здесь в значении «замазанный». Это касается его глаза, который выглядит как бы стертым. Свет покинул его. Глаз темный и незрячий. Он слеп на один глаз. Этот глаз будет казаться плоским, как высушенная виноградина. У Даджаля один глаз испорчен, как будто замазан, покрыт чем-то. На его лбу написано «кафир», неверующий. Каждый верующий сможет это прочесть, будь он грамотным или необразованным. Пророк, алейхиссаляту вассалям, описывал его следующим образом: его волосы будут кудрявыми, его ноги будут кривыми, ходить он будет немного странно, он приземистый, крепкого телосложения. Он будет не старым, возможно, возрастом от 30 до 40 лет. У него красная кожа, то есть кожа с розоватым оттенком. Он невысокий, скорее даже короткий, но при этом коренастый и широкий. При взгляде на таких людей сразу видна их мощь. А лицо его выглядит грубым. У него большой лоб, широкая грудная клетка и широкие плечи. Его правый глаз выглядит иссохшим, как сухая виноградина. Он не может видеть правым глазом, только левым. Его правая глазница не выглядит ни выпуклой, ни пустой. Глаз похож, как я уже сказал, на высушенный виноград. На его левом глазу будет некий нарост, что-то вроде лишнего кусочка плоти, или сверху, или снизу глаза.
Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, детально описывал его. И одна из таких деталей — то, что он будет импотентом, не сможет ни зачать детей, ни жениться. Это некоторые подробности из его описания, которые поведал нам пророк, алейхиссаляту вассалям. И субханаллах, перед тем, как он придет, на протяжении 3 лет будет происходить следующее. В первый год всемогущий Аллах прикажет небу задержать треть всего дождя. Поэтому треть всей дождевой воды не прольется на землю. На второй год будет удержано 2/3 воды. На третий год не будет дождя вообще. Поэтому засуха и голод одолеют человечество. Затем придет этот человек, Даджаль, а с ним река огня и река воды. Он зайдет в поселение людей и скажет: «Вы верите в меня? Я ваш Господь». И когда они уверуют, он скажет небу пролиться, и начнется дождь. Скажет земле: «Взрасти свои плоды», и земля станет плодородной. Этот человек, Аль-Масих ад-Даджаль, как сообщил нам посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, станет причиной всеобщей смуты среди людей с помощью всех сил и способностей, которые дал ему Аллах. Он будет способен вызывать дождь, где захочет и когда захочет. И наоборот, сможет запретить дождь для людей, которых захочет лишить его. Он сможет оживлять землю, наполняя ее обильным урожаем, а другую землю сможет делать пустой и безжизненной, оставляющей людей без еды. И будет у него много других способностей, которые Аллах дал ему, чтобы проверить людей в этом последнем испытании перед окончанием времен. Его также называют Аль-Масих не только из-за глаза, который выглядит, как будто он чем-то замазан. Арабское слово «масих» еще переводится как «тот, кто будет распространен по миру». Он пройдет весь мир, дойдет до каждого уголка планеты и захватит его, кроме 2 мест — Мекки и Медины. Аль-Масих ад-Даджаль называет эти места Тыйба. Тыйба — это Мекка и Медина. Он не сможет туда даже шагу ступить, не сможет зайти туда. Но он дойдет до их границ и попытается обмануть тех людей. Он обратится к одному человеку, бедуину, скажет ему: «Если я воскрешу твоих родителей, ты поверишь, что я твой Господь?» Тот ответит: «Да». Тогда Даджаль скажет: «Поднимитесь», и 2 шайтана явятся в облике родителей бедуина и скажут: «Сын, послушай его, это твой владыка». Вы видите, как сотрясаются сами основы имана, и как можно не поверить своим глазам? Он скажет: «Я Бог», а люди спросят: «Какие доказательства у тебя есть?» Он скажет: «Только Бог может воскрешать мертвых. Что, если я воскрешу ваших родителей?» Те ответят: «Да, в таком случае мы уверуем». И он будет способен привлечь джиннов к этой работе, шайтанов, чтобы те говорили с людьми. После чего люди, как не мусульмане, так и слабые иманом мусульмане, последуют за ним. Он скажет земле: «Выведи свои сокровища». В хадисе говорится о пчелах, золоте, серебре и бриллиантах, которые выйдут из земли и последуют за ним. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в тот день все говорил и говорил о Даджале, так что сахабы сказали ему, что напуганы, потому что он сказал, что время Даджаля так близко, что им почувствовалось, будто он где-то рядом, прячется за деревьями, и его время вот-вот настанет. Даджаль будет жить 40 дней. Первый день будет длиною в год, второй день как месяц, третий день как неделя, остальные же как обычные дни. И будет один человек, который кое-что сделает. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я знаю его, это будет наилучший человек на тот день. Он придет предупредить людей со словами: „Он не Бог, он Даджаль, он Антихрист“». Люди ответят ему: «Что это ты говоришь о нашем Боге?» И приведут его к Даджалю. Тот скажет: «Я твой Бог, смотри, что я умею». Человек ответит: «Ты лжец, пророк рассказал нам о тебе». Даджаль возьмет пилу и распилит его пополам. Затем он пройдет между 2 частями тела, и тот человек встанет снова живым. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, поведал нам, что Даджаль сможет сделать так всего 1 раз, только 1 раз. Даджаль снова спросит человека: «Теперь ты веришь, что я Бог?» Тот ответит: «Нет, теперь я еще сильнее убедился в том, что ты не Бог, а Даджаль, потому что ты не сможешь сделать это снова». И действительно, он не сможет. Он бросит его в свой огонь.
Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил нам, что у Даджаля будет что-то похожее на огонь и что-то похожее на воду. Он сказал, что это иллюзия. Его огонь будет водой, а вода огнем. Идите к огню, чтобы напиться, если увидите его, и этот человек пропадет, исчезнет. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, он лучший, настоящий человек, лучший из людей на тот день. Он попытается убедить всех не поклоняться Даджалю. По прошествии тех 40 дней мусульмане будут совершать коллективный намаз за Аль-Махди, предположительно полуденный намаз Зухр. Вы найдете это в хадисе из Сахих Муслима. Они будут молиться в Аш-Шаме, в Сирии, а точнее в Дамаске, в мечети, которая называется Масджид Аль-Минара Бейда. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, назвал ее «та с белым минаретом». Сейчас в Дамаске есть мечеть, у которой много белых минаретов. Она вся светится и сияет. В тот момент, когда они будут внутри своего лагеря, всемогущий Аллах ниспошлет им решение. На землю снизойдет Иса, сын Марьям. Но как же он явится? Его руки будут покоиться на крыльях 2 ангелов. На нем будет 2 одеяния, оба слегка желтоватого цвета, бежевые. Там будет небольшая группа молящихся во главе с Аль-Махди в той мечети. Когда они соберутся молиться, внезапно снизойдет Иса, алейхиссалям, настоящий Иса. С обеих сторон его будут поддерживать 2 ангела. На нем будет 2 одеяния, у него будет длинная черная борода и волосы длинные черные. Они будут и не кудрявые, и не прямые, длиной по плечи, как будто мокрые. Вот как будет выглядеть Иса, алейхиссалям. Его щеки будут румяными, кожа белая. Иса, алейхиссалям, очень красивый человек. Он снизойдет на землю и войдет в эту мечеть. И мусульмане заметят его. И Аль-Махди отойдет в сторону, уступив место имама Исе, и тот скажет: «У каждого народа есть свой имам, которого поставил Аллах, и вы назначены имамом этой общины, поэтому оставайтесь на своем месте». Иса, алейхиссалям, спустится с другой целью. И он будет молиться, стоя за Аль-Махди. Вот насколько важен Махди. После этого, говорится в хадисе, Иса, алейхиссалям, вытрет слезы с лиц мусульман, сообщив им об их местах в раю. Затем они направятся в Аль-Магдис, чтобы сразиться с армией Даджаля, и туда, в Аль-Магдис, в Иерусалим, явится Даджаль со своей армией. И он не будет знать, что Иса, алейхиссалям, с Аль-Махди и армией мусульман. Они войдут и встретят мусульман возле храма Соломона. Этот храм находится в тех местах, где Сулейман, алейхиссалям, построил свое царство. Мусульмане выйдут и увидят Даджаля с его армией. И как только Даджаль увидит Ису, алейхиссалям, то сразу бросится бежать, и при этом буквально растворяться в воздухе. Даджаль видит Ису, алейхиссалям, лжемессия видит настоящего мессию и бежит, а Иса, алейхиссалям, его преследует, кричит ему вслед: «Мне предначертано уничтожить тебя!» До того, как Даджаль растаял в воздухе, Иса, алейхиссалям, успевает сразить его мечом. Тот, истекая кровью, умирает. Иса, алейхиссалям, говорит людям: «Если он Бог, как я смог убить его?» Если бы Даджаль успел раствориться в воздухе, его люди по-прежнему думали бы, что он Бог, но Иса, алейхиссалям, убил его, чтобы доказать им, что это не так. Аллах знает лучше, будет ли позволено в то время раскаяние, смогут ли люди принять ислам. Сведения противоречивы. Мы не знаем, зайдет ли солнце с запада к тому времени, потому что посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал, что как только солнце взойдет с запада, больше не будет приниматься покаяние, если только не останется время. И даже если останется, лишь малое число людей покаются, и Аллах знает лучше. Иса, алейхиссалям, будет жить, лишь Аллах ведает сколько. В некоторых риваятах говорится, что еще 10 лет, а в некоторых 40. Но я точно знаю, в риваятах говорится, что он переживет Аль-Махди. Аль-Махди будет жить еще 10 лет и наполнит жизнь справедливостью, как я сказал ранее. Иса, алейхиссалям, скончается позже него. Мы верим, что Иса, алейхиссалям, вознесен, что он жив и будет возвращен. Они не убили его и не распяли. Аллах вознес его к себе. Каким образом, мы не знаем.
Когда все это произойдет? В какое время? Как скоро? Мы не знаем. Важно то, что когда явится первое из больших знамений, другие большие знамения пойдут одно за другим, то есть между ними не будет больших промежутков времени. И речь даже не о годах, мы говорим, возможно, о нескольких неделях, днях или даже часах. Знамения проявятся одно за другим очень быстро. Имейте в виду, малые признаки уже проявляются, но большие придут один за другим. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сравнил их с бусами. Рвете нитку, и бусины сыпятся одна за другой. Но при этом ни одно из знамений не явится одновременно с другим, только друг за другом, очень близко. Главные знамения. Как и сам конец света, он пройдет быстро. Мир подходит к своему концу. Он умирает, как человек на смертном одре. Болезнь за болезнью. Представьте себе сейчас, что на самом деле произойдет. Аль-Махди умирает. Аиса, алейхиссалям, умирает. В это время или вскоре после этого солнце восходит оттуда, куда оно заходило. Посланник Аллаха, алейхиссаляту вассалям, сказал: «Тауба, покаяние, возвращение к Аллаху, обновление своей веры в Аллаха, субхану ва тааля, всегда будут приняты до того, как произойдут две вещи. Одна из двух. Первое — до тех пор, пока душа не подступит к горлу перед самой смертью, то есть до начала смертной агонии и хрипов. И когда солнце взойдет оттуда, куда оно садилось. Это конец времен. Нет больше покаяний. Принять ислам уже будет невозможно. Как есть, так и будет. Кафир — кафир. Муслим — муслим. Кто не молился, тот не молился. Ты тот, кто ты есть. Солнце взойдет с запада. Современные научные теории говорят нам, что Вселенная меняется. Галактики меняются. И я не знаю, что вам известно о расширении Вселенной. Это открытие было сделано во времена Альберта Эйнштейна. Сейчас это научный факт, что Вселенная расширяется на протяжении миллиардов лет. И это правда. Коран говорит об этом. Некоторые богословы интерпретируют слова: «Мы воздвигли небеса, и они расширяются». Смысл в том, что ученые говорят, будет достигнута некая точка, в которой Вселенная остановится, и произойдет то, что они называют большим треском, или образуется другая Вселенная. Это то, что говорят ученые-не-мусульмане. Тем не менее, мы знаем, что пророк Мухаммад, алейхиссаляту вассалям, сказал нам: «Мир изменится, а Вселенная треснет, и все станет абсолютно другим». Солнце, направление Солнца, которое мы видим, изменится на противоположное. Это означает, что все в Солнечной системе изменится, мир перевернется и треснет, и когда взойдет Солнце, больше не будет покаяний. И сразу после этого все больше и больше веры покинет этот мир. В конце даже Коран исчезнет, даже Кааба будет разрушена, и на земле не останется ни одного мусульманина. Но есть еще несколько знамений перед тем, как это случится. Яджудж и Маджудж. Смотрите продолжение в следующую пятницу на канале Мир Радио Инфо. Иншаллах.